Добрый день, дорогие ребята! Мы очень рады вас приветствовать в Коми Республиканском институте развития образования. Сегодня мы с вами проводим классный час, который называется «Мы в ответе за свои поступки». Прежде чем приступить к работе, я обращаюсь к вам, ребята. Если у вас возникнут вопросы, предложения, мы просим вас писать в чате. Не стесняйтесь своих вопросов, нам очень интересно, что вас беспокоит. Важно знать ваше мнение, и мы постараемся обязательно ответить на все ваши вопросы. Итак, мы начинаем наш классный час. С раннего возраста каждый из вас слышит слова из стихотворения Владимира Маяковского «Что такое хорошо, что такое плохо». Название этого стихотворения говорит о том, что каждый человек должен учиться различать плохое и хорошее, делать осознанный выбор в пользу того или другого. И ваши поступки являются доказательством выбора. Вы должны хорошо помнить, что у человека есть не только права, но и обязанности и ответственность. На практике, когда подростки попадаются на совершение преступлений или правонарушений, они начинают говорить: «Я как все» или «Я не знал, что совершаю преступление, мы просто баловались». Однако незнание закона не освобождает от ответственности. Смысл этого изречения сравнительно прост. Так подразумевается, что человек обязан разбираться в законодательстве. Даже если он ничего не знает, это вовсе не является причиной его невиновности. А сегодня наши эксперты будут вооружать вас информацией и рекомендациями, чтобы вы не совершали противозаконных поступков и были ответственными гражданами нашей страны и нашей республики. С вами сегодня будут беседовать Шатков Евгений Владимирович, инспектор отделения организации деятельности по делам несовершеннолетних МВД по Республике Коми, майор полиции. Сорокин Владимир Александрович, начальник отдела организации применения административного законодательства МВД по Республике Коми. И Боймиструк Нина Леонидовна, старший помощник прокурора города Сыктывкара. А сейчас я передаю слово нашему первому эксперту Евгению Владимировичу, который расскажет вам о подростковой агрессии, от подростковой агрессии до асоциального поведения. Добрый день, уважаемые участники, ребята. Свое выступление хотел бы начать со слов Эриха Фрома. Человек обладает способностью любить, и если он не может найти применение своей способности любить, он способен ненавидеть, проявляя агрессию и жестокость. Этим средством он руководствуется от собственной душевной боли. Современный мир очень активен, быстро меняются жизненные ценности, нравственные нормы. Все чаще встречаются люди с повышенной тревожностью, раздражительностью, агрессивностью. Как вы думаете, что такое агрессия? Ведь мы часто встречаемся с этим словом в разных ситуациях. Агрессивно себя вел, агрессор, что за агрессия, агрессивный человек, ну и так далее. Что имеется в виду? Агрессия – это поведение или действие, направленное на нанесение физической или психологической вреда другим людям или самому себе. Существуют разные виды агрессии. Итак, агрессия бывает нескольких видов. Прямая агрессия, так называемая вербальная, словесная, когда нас смешают, иронизируют, обзывают, ругаются нецензурной бранью, ну и так далее. Второе – это физическая агрессия, когда дерутся, толкаются, колют друг друга острыми предметами, дергают за волосы и подобные действия. Материальная, когда вымогают деньги или другие вещи, воруют, портят личное имущество и тому подобное. Косвенная агрессия, то есть частичное игнорирование, непринятие некоторых видов деятельности, например, игру, разговоры, какую-то определенную группу и тому подобное. Или полное игнорирование, это бойкот. Как правило, основными причинами, порождающие агрессию несовершеннолетних, является это несформированность у детей моральных норм, общественных ценностей, вседозволенность, наличие большого количества свободного времени, несформированность круга интересов, агрессия со стороны других людей, психоматическое отклонение. К сожалению, не каждый подросток
проявляя агрессию, осознает о совершаемом им противоправных деяний, которые ведут к тяжким трудноисправимым последствиям. Каждый человек хочет, чтобы его права никто не нарушал и чувствовать себя в безопасности. Нам хочется верить, что большинство людей в мире, в нашей стране, в нашем городе, добропорядочные граждане, которые руководствуются принципами морали, нравственности, поступают по совести, учитывают мнение других людей, не нарушают их права, используют закон. Но если бы было так все просто, но, к сожалению, эта картина далеко от реальности. В мире постоянно совершаются различные преступления, правонарушения. Никто из нас не застрахован от совершения против нас какого-либо преступления. Предотвратить беду всегда лучше, чем искать потом выход из сложившейся ситуации. Есть такая пословица: предупрежден, значит вооружен. Ребята, вы находитесь в сложной, но интересном возрасте. Вокруг много соблазнов, и вы должны выбрать правильный путь. Подростки могут свернуть на преступный путь по разным причинам. От банального отсутствия денег, воспитания и условий, до погони за легкими деньгами. Однако незнание, как уже здесь было сказано, не освобождает от ответственности, а умышленное нарушение приводит к тяжелым последствиям. К сожалению, подростки зачастую не задумываются о своих поступках, ошибочно считая, что в этом нет ничего особенного. Даже совершая групповое правонарушение, они не отдают себе отчет в том, что это противозаконно. Отвечая на вопрос, зачем ты это сделал, практически никто внятно ничего ответить не может. Чаще всего слышен ответ: все пошли, и я пошел. А во многих статьях Уголовного кодекса говорится о более серьезной ответственности именно за преступление, совершенное групповой деятельностью, по предварительному сговору или организованной группой. Часто подростки отвечают, что не знали, что это не наказуемо, что это делать нельзя. Существуют специальные юридические термины, касающиеся ответственности, в том числе несовершеннолетних. Противоправное действие. Что же это такое? Это антиобщественное деяние, причиняющее вред обществу, запрещенное законом и влекущее наказание. За преступление подростка в возрасте от 14 до 16 лет могут быть привлечены к уголовной ответственности и осуждены. К ответственности подростка привлекаются с 16 лет в соответствии с требованием Уголовного кодекса Российской Федерации. А за такие преступления, как злостное хулиганство, кража, изнасилование, убийство, уголовная ответственность вступает с 14 лет. Что же такое ответственность? Ответственность – это необходимость, обязанность гражданина отвечать за свои действия, поступки, будь ответственным за них. Существует 4 вида юридической ответственности в зависимости от вида нарушения. Административная ответственность несовершеннолетних применяется за нарушение, предусмотренным Кодексом об административных правонарушениях. К административным правонарушениям, например, относятся появление в общественных местах в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, распитие спиртных напитков в общественных местах, совершение мелкого хулиганства, нарушение правил дорожного движения, нарушение противопожарной безопасности и так далее. За административное правонарушение к ответственности привлекаются граждане с 16 лет и предусмотрены следующие виды административной ответственности: штраф, предупреждение. Если подросток, не достиг 16 лет, совершает административное правонарушение, то наказание несут его родители. Уголовная ответственность. Уголовная ответственность за нарушение законов, предусмотренных Уголовным кодексом. Преступление, предусмотренное Уголовным законом, как общественно опасное, посягающее на общественный строй, общественную личность, права и свободы граждан, общественный порядок. Например, убийство, грабеж, изнасилование, хулиганство, вандализм. Все эти деяния подпадают под статьи Уголовного кодекса. Третье. Дисциплинарная ответственность. Дисциплинарная ответственность – нарушение трудовых обязанностей, то есть нарушение трудового законодательства, к примеру, прогул без уважительной причины. Гражданско-правовая ответственность регулирует имущественные отношения, наказания правонарушителя. Например, наказания такие могут быть, как возмещение вреда, уплата ущерба. За каждое нарушение закона необходимо нести ответственность. Народная мудрость гласит: не было бы нарушений, не надо было бы нести ответственность. Рассмотрим понятие видов нарушения. То есть, как мы уже говорили ранее, что существуют такие правонарушения, как преступление, а еще правонарушение и проступок. Что же такое проступок? Ну, приведем пример. Допустим, несовершеннолетний прогулял урок, совершил проступок или вовсе не ходит в школу.
какой ответственности он будет подвергаться. Естественно, в каждом образовательном учреждении есть устав школы. Естественно, согласно этому уставу школы, несовершеннолетний будет нести ответственность за совершенный им проступок. То есть проступок – это нарушение правил поведения или вызывающее поведение. Правонарушение – это нарушение закона, за которое предусмотрено наказание для взрослых людей и подростков 16-летнего возраста. И преступление – это серьезное нарушение закона взрослыми людьми или несовершеннолетними, достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности. Всегда надо понимать о том, что за совершенные поступки надо отвечать. Всегда понимайте о том, что главной причиной всех правонарушений является неуважение к закону. Ни один человек в нашем обществе не может отступать от требований правовых норм. В противном случае в действие вступает Уголовный кодекс. Помните, совершая проступок, вы не только нарушаете закон, но и причиняете боль своим родным, близким людям. Ребята, очень хочется верить, что мы будем совершать только хорошие поступки, так как, совершая проступок, вы не только нарушаете закон, но и причиняете, повторяю, боль другим людям. Поэтому вы, каждый гражданин, каждый кузнец своего счастья, и от того, как вы на сегодняшний день, какую дорогу выберете, зависит ваше будущее. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Евгений Владимирович. Ребята, я вам напоминаю, что вы сейчас можете написать, задать вопрос Евгению Владимировичу, если у вас есть вопросы. Ну а мы с вами продолжаем. Мы продолжаем говорить о правах и обязанностях граждан, о соблюдении закона. И сегодня очень подробно поговорим об ответственности за участие несовершеннолетних в несанкционированных митингах и несогласованных политических акциях. Классный час продолжит наш следующий эксперт Владимир Александрович. Пожалуйста. Добрый день, участники семинара. Так как аудитория сегодня у нас это учащиеся 7-1 классов, расскажу, как уберечь себя и своих родителей, близких от последствий участия в несогласованных публичных мероприятиях и акциях. Начнем с того, что по закону у нас привлечению к административной ответственности подлежат лица, достигшие на момент совершения правонарушения возраста 16 лет. Но это не значит, что если несовершеннолетний не достиг возраста привлечения к административной ответственности, то никаких мер реагирования к нему или к его родителям приняты не будут. Об этом я расскажу и остановлюсь чуть позже в ходе своего выступления. Так, за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования предусмотрена административная ответственность статьей 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. При этом штраф за данное нарушение может составлять от 10 до 300 тысяч рублей. Кроме того, за совершение данного административного правонарушения более 2 раз предусмотрена уже уголовная ответственность статьей 212 Уголовного кодекса, где штраф предусмотрен уже в размере от 600 тысяч до 1 миллиона рублей. Также предусмотрены иные виды наказаний. То сразу хочу обратить внимание, что впоследствии привлечения к административной либо уголовной ответственности бремя оплаты штрафа будут возложены на наших же родителей или законных представителей. Так вот, чтобы всего этого избежать, необходимо соблюдать элементарные правила поведения. Первое. Так, у вас у всех имеются на сегодняшний день различные гаджеты с возможностью выхода в интернет. Все вы активно пользуетесь различными социальными сетями, в которых может распространяться информация о запланированном проведении публичного мероприятия либо акции. Так вот, ни в коем случае нельзя распространять данную информацию путем пересылки таких сообщений в иные источники, а также своим друзьям, знакомым или родственникам, так как данные действия по закону могут быть расценены как организация такого мероприятия, за что предусмотрена административная ответственность. Далее, наиболее характерные случаи нарушения участия в публичных мероприятиях. Мы понимаем, что различные массовые скопления людей вызывают у вас интерес. И порой такой интерес приводит к тому, что вы можете стать участником незаконного мероприятия, сами не понимая этого. Для всех участников закона предусмотрены определенные обязанности, такие как выполнять все законные требования организатора мероприятия, уполномоченных представителей, а также сотрудников полиции и Росгвардии, соблюдать безопасность дорожного движения, не создавать помех. Кроме того, участники не вправе скрывать свое лицо, в том числе и использовать маски. Таким образом, если вы стали случайным участником незаконного публичного мероприятия и слышите требования, предъявляемые о прекращении
такого мероприятия, особенно со стороны сотрудников полиции, необходимо незамедлительно покинуть место проведения. Кроме как о прекращении проведения мероприятия, могут поступать требования, в том числе не скрывать свое лицо, за невыполнение которого также предусмотрена ответственность. Кроме того, ни в коем случае не поддавайтесь на провокации со стороны старших товарищей или граждан, которые вас могут попросить принять участие в незаконном мероприятии. Это делается для того, чтобы увеличить количество участников мероприятий и впоследствии вызвать общественный резонанс при задержании. Своими словами, взрослые могут использовать вас как щит. Многие взрослые это понимают и умышленно привлекают к участию в таких мероприятиях вас. Поэтому при поступлении таких просьб от взрослых сразу же обратитесь к своим родителям, законным представителям во избежание последствий участия в несогласованных мероприятиях. Можете обратиться по телефону доверия для того, чтобы мы приняли меры к таким гражданам, установленные законодательством. Например, за вовлечение несовершеннолетних в участие в несанкционированных публичных мероприятиях предусмотрена как административная, так и может уголовная ответственность. Помните, в случаях участия в незаконных мероприятиях, несмотря на то, достигли ли вы возраста привлечения к административной ответственности, сотрудниками по делам несовершеннолетних будет рассматриваться вопрос о вашей постановке на профилактический учет в полиции до 6 месяцев с возможностью продления. Кроме этого, будет рассматриваться вопрос о привлечении к административной ответственности ваших родителей, а также их постановка на профилактический учет как не исполняющих свои обязанности. Например, статья 535 Кодекса административных правонарушений предусматривает ответственность за неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, за которые также грозит штраф. Подводя итог своего выступления, хочу обратить внимание, что последствия участия в незаконных мероприятиях могут повлиять также на вашу дальнейшую судьбу, например, при трудоустройстве на выбранную вами работу. Поэтому, уважаемые участники, не нарушайте закон, слушайте своих родителей и не подводите их. Спасибо за внимание. Спасибо, Владимир Александрович. Ну а мы продолжаем. Следующий вопрос будет адресован старшему помощнику прокурора города Сыктывкара Нине Леонидовне. Почему не стоит совершать административные правонарушения и тем более преступления? Вам слово. Спасибо. Добрый день, уважаемые участники нашего мероприятия. Сегодня мы собрались, чтобы поговорить об одной важной проблеме, о правонарушениях, которые совершают подростки, и об их последствиях. Хочу сказать, что эпиграфом к нашему мероприятию взяты следующие слова Льва Николаевича Толстого. Один из самых обычных и ведущих к самым большим бедствиям соблазнов есть соблазн словами. Все так делают. Не каждый подросток осознает о совершаемых им противоправных деяниях, которые ведут к тяжелым и трудноисправимым последствиям. Ежегодно подростками совершаются сотни и тысячи преступлений, и практически каждый пятый из них направляется для отбывания наказания в виде лишения свободы в воспитательные колонии. Почему люди совершают преступления? Каждый человек способен сделать свой выбор в жизни, идти честным путем, зарабатывая необходимые деньги, отказывая себе во многих удовольствиях и желаниях, или вступить на путь преступления в поисках легкой наживы. Всем известно, что воровать, грабить, оскорблять, драться – это плохо. И тем не менее, количество малолетних преступников у нас растет. Почему, как вы думаете? Обратите внимание на слова Толстого. Действительно ли все так делают? Почему невинные шалости часто превращаются в правонарушения? Как уже было сказано ранее, правонарушение – это антиобщественное деяние, причиняющее вред обществу, запрещенное законом и влекущее наказание. А что такое закон? Закон – это нормативный акт, документ, принятый высшим органом государственной власти в установленном Конституцией Российской Федерации порядке. Есть такая пословица, думаю, что все вы ее наверняка знаете. От тюрьмы и от сумы не зарекайся. Эта пословица пришла к нам из далекого прошлого. Она напоминает и предупреждает о самых неприятных поворотах судьбы, самые безрассудные поступки, свойственные молодости.
Попробуйте назвать эти поступки. Ну, например, дети учатся плохо, а потом бросают школу, курят и выпивают, грубят сверстникам и взрослым, унижают маленьких и слабых, лгут даже без причины, стараются выяснять отношения только с помощью силы, портят школьное имущество и многое другое. Именно в раннем возрасте сам человек нередко протаптывает тропинку к высокому забору с орнаментом из ключевой проволоки. Ведь за тюремную решетку никто не стремится, но тысячи подростков попадают в воспитательно-трудовые колонии, спецшколы, наркологические диспансеры. Почему так происходит? Потому что несовершеннолетний не задумывается, что такое ответственность, и о необходимости, обязанности отвечать за свои действия, поступки и быть ответственными за них. Я не буду уже останавливаться на, скажем так, раскрытии понятий, да, что такое, что ответственность у нас юридическая подразделяется на 4 вида. Я не буду раскрывать эти понятия, потому что уже эти понятия были раскрыты до меня. Но вместе с тем я озвучу, что у нас существует уголовная ответственность, административная ответственность, дисциплинарная ответственность и гражданско-правовая ответственность. В части административной ответственности хотела бы добавить, что за совершение административных правонарушений привлекаются, да, действительно, дети с 16 лет. Вместе с тем, появление в общественных местах в пьяном виде подростков в возрасте до 16 лет, а равно распитие ими спиртных напитков, влечет наложение штрафа на их родителей или лиц их замещающих. Также хотелось бы остановиться на таком виде ответственности, как дисциплинарная ответственность. Как было озвучено, это нарушение трудовых обязанностей, но есть еще и другая дисциплинарная ответственность, которая предусмотрена за неисполнение или нарушение устава образовательной организации, в которой вы обучаетесь, за нарушение правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах, а также иных локальных нормативных актах по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. К обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в виде замечания, выговора и отчисления из образовательной организации. Ну что ж, к сожалению, подростки зачастую не задумываются о своих проступках, ошибочно считая, что в этом нет ничего особенного. Даже совершая групповые правонарушения, они не отдают себе отчет в том, что это противозаконно. Отвечая на вопрос, зачем ты это сделал, никто толком не отвечает. Чаще говорят, все пошли, и я пошел. А в очень многих статьях Уголовного кодекса говорится об ответственности за преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Часто подростки отвечают, что не знали, что этого делать нельзя, что это наказуемо. Вот хочу обратить внимание, что за преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору, более тяжкие виды наказаний, и это считается более тяжким преступлением. Поэтому если вы что-то решаете такое противоправное сделать, это будет группа лиц по предварительному сговору. Ну и как уже было отмечено, конечно, помните, что совершая проступок, вы не только нарушаете закон, но и причиняете боль своим родным и близким, которые за вас переживают. Ну и чтобы не допустить совершения противоправных действий, нужно для себя отметить несколько правил. Прежде всего, это ведите себя так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам. Организуйте свое свободное время отдыха. Посещайте кружки, секции, просто займитесь любимым делом. Не общайтесь с сомнительными компаниями. И если что-то произошло, обязательно расскажите об этом взрослым. И помните, что за все свои поступки всегда будете вы нести ответственность. Спасибо, Нина Леонидовна.
Утверждают, что поступок красноречиво говорит о человеке. Еще до того, как что-то совершить, у человека есть возможность все обдумать. В это время в ваших мыслях как будто два собеседника. Один выступает за, другой против. Вот как рождается выбор ваших дальнейших действий и вашего поступка. И очень важно, чтобы победу в споре одержал разумный собеседник. В последующем поступке отражаются ваши внутренние качества человека: добрый или злой, внимательный или бессердечный, ответственный или безответственный. Давайте, ребята, вместе подведем итоги нашего классного часа. Прежде чем что-то сделать, надо подумать о последствиях. Плохие поступки приносят вред и себе, и другим. Чтобы не поступать плохо, надо представить себя на месте другого. Надо думать о хорошем или уметь вовремя остановиться. Если совершил что-то плохое, надо найти в себе мужество признаться в этом. Надо ставить перед собой хорошие цели и добиваться их. Чтобы стать хорошим человеком, надо воспитывать силу воли. У каждого человека есть свобода выбора. Выбор существует ежедневно и ежеминутно. Разный по своей серьезности, не одинаковый по своим последствиям. Шагнуть или нет, промолчать или ответить, стерпеть или дать отпор, да или нет. Пусть ваш выбор ежеминутно говорит о том, что ты поступаешь как настоящий гражданин, человек с большой буквы. Пусть ты останешься им на всю жизнь, и пусть ты донесешь самое главное до тех, кто это еще не понял. Я думаю, очень многое для себя вы узнали сегодня и не растеряетесь в трудных жизненных ситуациях. Ну а если у вас нет рядом такого человека, который бы услышал вас, смог бы помочь в разрешении сложной ситуации, то в этом случае есть возможность обратиться к психологам за консультацией. Обратите внимание на слайде, это номер телефона службы скорой социальной помощи Республики Коми, ну а также номер детского телефона доверия с единым общероссийским номером. Обращения, напомним, принимаются анонимно и круглосуточно. Также вы можете обратиться за помощью в консультационный центр нашего института. Уважаемые ребята, есть ли у вас вопросы к нашим экспертам? Напоминаю, вы можете написать в чате. Вопросов у вас нет. Ну что же, я благодарю наших экспертов за участие в нашем классном часе. И также вас, ребята, благодарю за участие. И хочется вам пожелать удачи и правильных решений. До свидания.